Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Сегодня я решил немножко поговорить, как бы сказать, немножко другие темы, так как благо всегда мы можем это не придумывать, а просто констатировать с тех передач ингушского телевидения, которые они в большом обилии выпускают на своем телевидении. И с одной стороны, казалось бы, это как-то связан с чеченцами, но чеченцы, как всегда, там не упоминается. И вот это, как будто бы, вот, я понимаю, что это специально делалось для того, чтобы молодежь ингушская, вы знаете, короче, я сперва, скорее всего, я не знаю, с какой темы начать, об Идрисе Азикове, и это великого ингушского. Честное слово, я учился в вот этой школе, я слышал про вот эту Асламбек Шарипов, Гекалу, Гекал, и вот это охренел, вот ингушский, вот это революция, вот это было. А вот я не знаю, откуда у них вот эта фамилия. Сейчас они очень раскручивают это Зязикова, типа он был основателем ингушской автономии. Я даже трудно эти имена называть. Я не знаю, вот это я посмотрел, двухчасовой, один ролик был один часовой, другой был другой. Короче, об этой ингушской автономии, а второй был про этой депортации Ингуши. Очень такие, очень сложные эмоции у меня сейчас, потому что, понятно, первое, это политическая клепка, и я ничего такого не ожидал, но я не знал, что депортация ингушей отдельно можно. Вот когда я слушал, они говорили только про ингушей. Вот их депортировали в 1944 году, а не чеченцы, не с Чечени Ингушетии, нет, это с Ингушетии. И такого образования, как Ингушетии, не было в 1944 году. Была Чечено-Ингушская ассоциация, это совсем другое. Ваши Ингушетии 1992 года существует. И вот это, и там и карты, какие-то книжечки были. И просто вдруг они рассказывают, вот это Зязиков, я уже устал об этом слушать, вот этот великий ингуш Зязиков, как он вот это. И самое интересное, первый научно-исследовательский, первый институт на Северном Непадоте появился в 1926 году в Ингушетии. А не в городе Назрани, а в городе Владикавказ. Вам это ничего не напоминает? Вам это ни на какие мысли не подводит? Причем ингуши в городе Владикавказ. Хорошо, можем проглотить это. Хорошо, в 1924 году, когда Сергей Орджоникидзе бегал по этим ингушским горам, прятался от этих белогвардейцы, там, я не знаю, царской России, кого он там прятался, это понятно, вот это, и как они оказались, это, вот это, Кавказ, это осетин сам расскажет, до 1924 года. Вот их адреса, их проживание, их столицы, вот они, это осетины, вам расскажут. И вот это, представляешь, в 1924 году их поселили в этом Владикавказе и сказали, вот какой-то участок вам вот это ваша администрация тут будет, осетинская будет, а другой стороне это реки Тереке поселяется вот это и вот это. Первые лет, представляете, они говорят, что первый институт появился у них в 1926 году на Северном Кавказе. Северный Кавказ, как вы сейчас
можете понять по меркам того времени, это Ростов, это Краснодар, это Волгоград, это Астрахань, это Эльста, это все кавказские, северокавказские республики. Вы поняли, да? Это теперь южный регион России. Раньше она была Северный Кавказ, считался вот этот южный регион России тоже. Сейчас вот это. И вот это Северный, весь Кавказ, теперь институт появился у них. Потом первый алфавит появился у них, латинский алфавит тоже появился у них. Первый журнал появился у них. Вот это про это язык они говорят, и вот это какие-то выступают там спикеры, они объясняют, какие мы великие. Там все. И я потом сижу и думаю, а Грозный нефтяной институт технический, а это куда они дели? Когда он образован? В 1920 году. Это старейший вуз Советского Союза. Старейший вуз Советского Союза до сих пор сохранился. 100 с лишним лет этому вузу, 105 лет этому Грозскому нефтяному институту, миллиончик, сейчас он нефтяной университет технический. И вот этот самый старейший университет России, вот этот Леончику, в Грозном находился. Находился в Грозном. И вот этот, и, конечно, раскручивать эту зязику, потому что им нужен кто-то, кто вот этот, сказать, что вот мы все были, поэтому нужно какое-то имя, как Владимира Ильича Ленина, вот именно вот это в фарватере, вот в этом масштабе, вот всемирный масштаб. Его, они говорят, еще придумали вот эту сказочку. Было 14 или 17 заседателей Советского Союза, вот это в ЧКК, где-то вот там восседал, говорят, вот это дядько восседал. Хорошо, великий ингуш, всемирно известный ингуш. Вот он говорит, советский, даже делегаты Узбекистана, там, других вот это, именно ингуш там восседал. Хорошо, поверим на слово. И вот это вот поочередно, и потом это музыка, с самого начала тут какая-то музыка, она мне знакома, это грузинская музыка, это детского коллектива Тауба, детский коллектив Тауба. В этой песне мне очень нравится Дато Кинчашвили, вот эта песня. Вся этот ролик ингушского нашлось, вот про зязиков нужно говорить, и вот у них великая композиторша Эва Масаго, которая сочинил все чеченские песни, и вот этот коллектив выступает, вот это Карачаево-Черкесии, там говорят, это же чеченские музыки, там хорошо бы ингушский праздничный танец, и это официальная группа Ингушетии это танцует. И вот многие говорят, почему это чеченская музыка. Нет, это Эва Масаго сочинила, а потом это парню Ингуши показалось мало, он доводит, что какой-то 1934 году какой-то русский композитор это написал, Лезгинка. Вы представляете вот этот бред? Шаляпин мог написать, да, я поверил бы. Он сказал бы, что великий композитор Шаляпин во время встречи в Ариальском ущелье с Абреком Зелимханом, когда он запел эту свою песню, Абрек Зелимхан, говорят, заплакал, впервые в жизни заплакал, глаза. Он вот этот, вот я поверил бы, если Шаляпин был бы композитором Лезгинки, я поверил бы. А кто такой вот этот какой-то непонятный чел, в 1936 году, по-моему, да. Вот знаки событий Ингушей,
1934-1936 году происходило. По-моему, 1934 год это был. Я пью тайский чай, конечно, херня. Ну, какой-то ароматы странные. Ну, вот это тоже, как думаю, как это, вот как интересно это оказывается. Вот так вот эти индийское телевидение клепает эти фальшивки, из ничего испарится. Любой чиновник, который у них при должности был, вот, где-то он работает, знаете, у чеченцев тысяч таких людей, которые доктора наук, кандидаты, ну, везде они, везде. Но это же и значит, что вот про них надо историю придумать, про них надо, потому что, скорее всего, очень маленький регион, у них нет вообще ничего, и поэтому они любого ингуша, эти имена, они мне никакого вот это, они дают, даже с языка, может он был какая-то первый вот обком. Интересно, чеченцы помнят своего первого обкома? Вот это я хотел бы знать. Вот так ингуши склепают это свои ингушети. И потом думаю, интересно, они в конце это обозначить, что это грузинские песни они исполняют. Вот в этом ролике обозначили. От начала до конца, ну, там еще другие грузинские музыки, потом еще другие музыки были. Очень много музыки они почему-то туда сунули. И карта там, они тоже это рассказывают, и случайно карта показывают. Образование Ингушетии, фальшивые карты, и то красное вот это, сейчас я не могу, при желании мог бы, конечно, вам его показать, но вы поняли, это он до 1934 года не был в составе Ингушетии, они этот красной линией сделано, это говорят, это чеченцы хотят, они написано, что это чеченская граница 1934 год. Нет, это так и написано, это говорят, чеченцы хотят. Вот эта граница. Вот так написано. Это ингушское телевидение. А потом черным, которые говорят, реально как реальная граница, вот эта черная, которая сейчас аннексирована, это граница до 1934 года. Это граница Чеченской области, Чеченской республики до 1900, Чечен-Ингушская ССР, до 1992 года. В 1992 году с помощью русских войск, когда вы, провокаторы ингуши, полезли в Осетию, у них украсть земли, они вас там пороху вам дали, и вы, провокаторы ингуши, которые мечтали о великой Ингушетии, и полезли нам Чечню с этими войсками, с ними сзади они шли, спереди вышли, и как полицаи указывали, где поставить пост, где это ваша башня, где это вот вы когда чеченские вот захватывали, вот этой карты написано, это, представляете, в 1934 году они написано, что это ходил чеченский округ, это написано, что вот чеченцы хотят по этой границе. А вот тот, это устоявшая граница Ингуши. Вы же в составе Чечен-Ингушетии были. Мы, чеченцы, к вам не входили в состав. Это наше, до образования Республики Ингушетии, это граница, юридическая граница Чечен-Ингушской ССР. Я, конечно, учился в школе очень хорошо. Вот где-то, вот я-то думал, это мои вот эти ночные учения никому не нужны были. При старости лет вот они как и понадобились. Основа и право, история, география, мои 3 любимых предмета. И вот результат, и право я знаю, что вы не можете претендовать. После образования Ингушской республики, вот вы должны были написать, это красную черту, которую вы сделали, это границы Чеченской области, вхождение в Ингушетию. Вот так должно было быть. А потом эти черные, которые вы сделали, это граница до 1992 года, до образования Республики Ингушетии.
И что-то должно было быть такое. Нет, у вас по-своему. Это чеченцы хотят вот такую границу 1934 года. Хотя чеченцы хотят границу 1934 года. Они ихние люди, а просто они хотят. А вот это наша республика Ингушетия. И почему я вот начал вот так сложными оборотами, потому что оно сейчас плавно вы поймете, чему она протекает. Вот это необычная нация ингушей, необычный этнос, необычная история. Я не знаю, вот сколько я этих учебниках рился, этой истории. Я прочитывал днями, вот это как художественную литературу я читал. Я мог за месяц вперед прочитывать этот материал школьный. И вот это я не видел вот этот масштаб. И вот этот важный малюсенькая республики. Вот что у вас, вот один канал вам не мало, второй канал государственный, у Чечни две телекомпании, потому что она огромная, 1,5 миллиона человек, и вещает она на многие места. И ваши Ингушетии, вам мало одной телекомпании, надо обратно открыть. Магаз радио. Что у вас только нету-то? Магаз ТВ. Магаз 24 даже. Представляете? 24 часа пропаганды у них. И вот эта странная карта, странная история по этой. И вот я сижу и думаю, я-то знаю масштабы, да, представь себе, 24 год, реальное училище, вот это Зязиков окончил реальное училище города Владикавказа, он поехал учиться куда-то дальше. В России, Советский Союз, я не знаю. Вот точно такое же реально, самое крутое училище в Грозном тоже реально. Сколько поэтов, сколько писателей, сколько академиков ушли из Грозного реального училища. И как вы, это реальное училище раньше, знаете, что это? Оно было вместо университета, вместо института, вместо всего. И вот как вы, ингуши, ваш самый первый, вы открыли, первый институт вы открыли на Северном Кавказе. А Кавказское реальное училище, это не училище, да, для вас? Грозненское реальное училище, это тоже не училище, ваш научно-исследовательский вот это, которое, где оно было, здание, где это было, вот непонятно, конечно. И на территории Осетин, вот этот город Владикавказ, вот на их территории, они заранее вы открывали. И вот этот, и в самом конце вот этот фильм заканчивается, титры. Дато Кинчашвили. Все, вот, что они использовали, этих грузин, все написали, хорошо закончилось. Потом начинается сразу другая тема у них. На этой же телеканале страницы истории. Сейчас я посмотрю. Ведущая вот этот Хава Абадиева, страницы истории. И вот она решила рассказать про депортацию 1944 года. Ну, это такая тоже, такая старуха, таким неприятным голосом. Приятный, неприятный, все равно какой-то голос, видно, что это пожилой человек. И вот она, депортация ингушей. Как вы думаете, их отдельно, я не знал, что ингуши отдельно депортировали, специально для них были специальные эшелоны, где только ингуши находились. Ни слова, что чеченцы, ингуши, ни слова, что они, во-первых, Ингушетии никто, они депортировал. Не было такого понятия, как Ингушетия. Была Чечения, Ингушетия. Это всегда, не надо вы так искажать все факты, все это. Вот как хотите, так и рассказывать, транспортируйте. Это не так, это юридически, это неправильно. Вот, если вы описываете какой-то фрагмент истории прошлого, вот, даже в этом русле, вот как интересно было бы, Монголия напали
российское, московское, вот такие, новгородское княжество. Это мы не говорим, что это новгородское княжество или московское княжество. А просто говорим, что монголы напали на какое-то славянское государство. Так же не бывает, это надо указать. Это если депортировали в течение Ингушетии. Надо сказать, какая-то была операция под названием, кодовым названием Чечевица. Сталин решил с берега депортировать чеченцев и ингушей. Чтобы не сказать чеченцев, сперва нужно говорить, а потом ингуши. Они слово чеченец просто убрали, и ингуши. Ингушей депортировали с Ингушетии, и как будто бы у них была своя республика, своя правительство. Я не знаю, какой-то странный, вот, без слова. Весь программа, часовая программа, самое интересное, с самого начала до конца, без конца играет чеченская музыка из известной всему миру композиции Аймох. И в Турции, везде она, о турецком языке его поют. Ну, очень для гор вот этот. И вот это очень известная чеченская композиция. От начала до конца этого фильма, вот эта песня, композиция музыкальная. Вот я скажу, что это чеченский, прибежит снова ингуш, скажет, нет, это Эва Малсага, когда она там, не знаю, где-то там в борделе, где она ее сочиняла, вот я хотел бы знать, вот, где она ее сочиняла. И вот прибежит, скажет, да и мог, нет, это Эва Малсага. И вот всю вот этот ролик идет эта песня, этот фрагмент этой музыки очень красиво. Это везде, и чеченских я видел, и ингуши вот полностью используют чеченскую музыку. И что вы думаете, конец фильма? Чеченская песня не обозначает, что это чеченская песня Даймок. Как это Дато Кинчишвили, его песня, ну, Каул, что-то Каули, что-то такое. Все описать, потому что его описали, и пришлось описать все остальные музыкальные фрагменты, которые используются. А вот тут то же самое телевидение, та же самая, и та же самая, по-моему, другая. Адам, она решила использовать чеченскую композицию, но не отмечает, что это чеченская. Вот это, да. И не говоришь, что чеченцы с ингушами депортировали. Нет, это мы не говорим. И случайно на этом заборе, где-то там нам написано, что здесь похоронены чеченцы сперва пишется, а потом ингуши в 1944 году. Где-то там на заборе табличку они пока. И сам ни один этот рассказчик про чеченцев ничего не говорит. Это как можно рассказывать? И вот этот, ну, он единственный сказал, что чеченцы ингушей. Вот он один там спикер на часовой фильм, и он говорит, что чеченцев ингушей вместе депортировали. И вот этот казахский, как это, поэт Сулейменов, как его звали-то, Олжа Сулейменов, по-моему, ингуш, прости, моих земель. И вот он, типа, он такое сказал, имени ингуш. Мы поверим на слово, да. Они знали, кто вы такие, конечно. Они были в курсе, что вы ингуши, великий народ. Вы прибыли в депортации из Ингушской Чеченской республики, Ингушской республики. Чеченской тогда и существовало. У нас не было своей письменности, не было своих учебных заведений, не было своих газет, не было своих вот это. И вот только ингуши, вот алфавит мы придумали. Вот все вы придумали, все вы. Все, вот сейчас хотят заставить это алфавит сказать, это мы придумали. Башни это мы строили.
у нас только было просвещение, у нас так все шло семимильными шагами. Хорошо, что вы такие самодостаточные. А род, а что вы пришли к нам, чеченцы? Вот это. Если бы осетины нам не пришли, карачаевцы к нам не пришли, да, такие мелкие народы. Балкарцы нам не пришли, дагестанцы, аварцы к нам не пришли в состав чеченской. Почему-то вы пришли. Там тоже не чисто. 34-й год, 92-й год, 73-й год, 57-й год, 88 по 91 год. Очень много ваших дел, ингушей. Ингуши-то ваши, надо раскрывать их. Очень немало фактов, немало всего. Вот 34 год тоже. Потому что вы там в 24 году вошли в состав Осетии, вы там немножко прибрали к себе земли, потом подумали, хорошо, вот это наше, мы уже застолбили, это по документам, по всем, что мы бережная часть Владикавказа, это наше будет. Ну, вот такие фантазии. Сейчас мы снова прямиком пойдем чеченцам жить временно. Вот там, вот это, вы уже тогда уже видели, это Сунжинский район, Малгобек, все, вот все это захватить себе, присвоить себе, вот, улучшить свои земельные вопросы. И вот пришли к нам. Скорее всего, вы сами захотели. Самое интересное, вот это про этого Идриса Зязика. Такая трагедия для них, что они их присоединили, чеченцы. Ни слова, что они до 1934 года жили с осетинами. Вот это не слово, что они с ними жили, они были довольны, они лили как чеченцы, один регион, одну республику, они жили вместе, одной семьи. Нет, как осетинах в природе Владикавказа не только ингуши, это Осетии были ингуши. И я не говорят, что они в Осетии жили. Нет, этого нет. И что? Мы жили в Ингуши. Вот хотят убедить всех, что вот это ингуши, которые иничные. И самая интересная карта, когда спорят, вот этот тоже, ждали, пока вот этот чеченский историк умрет, вот в этом году он скончался, из Бельгии, который. И вот ждут, потом сейчас начал уже опровержение, что он говорит. Вот это он это так, это и самое главное ставит, рассказывает про это Вахушки Багритионе или что-то такое, старинные вещи показывают карты, показывают современную карту Ингушетии, которая сейчас на данный момент, и вот покажут, где его ложь. Типа, конечно, если у вас до 24 года не существовало, конечно, он будет говорить, что это чечня или что-то чеченское. И вот по нынешним картам вы свериваетесь, и самое главное, что вы граничили с Кабардой. Вот вы, ингуши, граничили с Кабардой. Это вот это Идриса Зязика, вот карта. Там одна карта чеченца, а другая карта осетин. Там вместе эти две карты были показаны. И вот это, где осетины, вы граничите с кабардинцами. А где чеченцы, короче, красная линия, это чеченцы хотят по 1934 году, вот на нашей границе вот так. И то это неправильно рисовано, потому что уже там прихвачена земля, которую они украли в 2008 году. Вот эти земли тоже там находятся. По-моему, Бамут тоже включен, слишком широкий сапог.
итальянцев есть этот сапог, чтобы, если другой, что дать дёру, и ингушей образовался сапог, вот тоже побегут, когда почуют запах пороха, побегут сразу семимильными шагами. Такие радости, такие. Вот это. Я не комментатор. Вот интересно, вот было бы интересно задача, мне кажется. Они меня сразу заблокируют, потому что я буду использовать их материал. Вот так я бы вот комментировать, я бы с удовольствием, честно слово. Где у них ложь, вот когда смотришь, сразу видно, где они врут, где они вот придумывают. И мне казалось, вот это формат комментария, мне кажется, намного. Вот их, на их лжи надо ловить. Я не знаю, сколько чеченцев это журналистов, почему они не могут вот это, какой-то, я не знаю, какие-то глобальные вопросы решать, наверное. Какие-то глобальные вопросы. И вот хотят убедить всех, что Ингушетия существовала с 24 года по нынешний день. Депортировали их из Ингушетии. Все Ингушетия, все Ингушетия. Они обратно, не Чечения, Ингушетия приехали, а в Ингушетии приехали обратно. А была такая республика, даже состав Чечен-Ингушетии, она не была обозначена, не было границ, не было ничего. И вот это, как это вот так у них получается, так хорошо брать. Но они заврутся, да. Это Исаака тоже помилку везде. Икона их, икона. Тоже жалко, что ингуши не хотят ингушский язык учить. Ингуши вот это, ингуши то. Вот как они спешат. Вот куда можно вот так спешить? Ну ничего, учат, ничего. Чеченский язык тоже никто, они учился. А все знают, в школах учат. И куда вы спешите? Все сразу схватить, все сразу захватить, все сразу переписать. Вот все вам нужно побыстрее. Что-то, я не знаю, я не могу догнать. Но, скорее всего, вот это сейчас, типа, окно Авертона, и в смутные времена, типа, глава Чечни скоро уйдет, что-то у вас теплится какая-то одежда, я не знаю, какая она, вот. Какие-то мутные схемы у вас, скорее всего, в ваших распаленных головах. И вот этот, как это ингушский язык, он же исчезнет, ничего страшного. А что сделал? Народ, если исчезает, куда деть? Они не будут хотеть. Советский Союз, ваши ингуши тоже не жили, ваши ингуши. Они только на русском. Вот я в 97 год, по-моему, был, 98-й, я сел в ваш азранский автобус, я был в шоке, я был шокирован. Грозный Азран, это даже не местный, а из Грозного. Ни один человек на вашем ингушском языке, они разговаривали все на русском языке, молодые девушки, парни. Как это было странно. Даже я в Грозный, я в то время и в Грозный автобус садился, никогда я не слышал, чтобы все люди говорили о русском. Грозный, город Грозном. У вас вот этот село, Верхние Очелуки, Нижние Очелуки, вот это село, поселок, проходил этот автобус, туда заходили эти люди, эти старушки, и все накрашены, все вот это. И вот странно, казалось бы, это же и город, Москва. Я в Москве так встретил бабушек, я понимаю, что это большой город, вот так нужно одеваться, вот это в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Ростове, в Волгограде, но Очелуки, по-моему, и город у вас. Я тоже волнуется Исаак Адзою, родный поэт, писатель Ингушетии, что ингушский язык скоро пропадет. А не пропадет. Будет, кто хочет, будет учить, кто не хочет. Мы же
не можем заставлять людей. Чеченский язык тоже никто. Даже я сам чеченец, в школе учился, и мне они преподавали чеченский, хотя я сам ребенком знал хорошо. У меня много братьев было, поэтому я с ними постоянно разговаривал. Мой язык я в школе не учил чеченский. Это введено в поселке, в селе. Ну, я-то знаю чеченский, даже я не знал бы, я бы с помощью видео, песен выучил бы. Это же не сложно. Вот такие дела, вот такие странности, вот такие перекосы. Никакой радости нет про вас говорить, дорогие мои товарищи. Вы совсем уже окончательно. Это с одной стороны, это телевидение, никто не смотрит ваше телевидение. Это пара вот это. И я смотрю, потому что мне интересно узнать, о чем вы говорите. Вот познавательных целей. Если чеченцы не смотрели бы ваше ингушское телевидение, вообще у вас там просмотров не было. И так у вас нет, тысяч нет этих просмотров. А если чеченцы не смотрели бы, вообще там, заглохло бы ваше ингушское телевидение. А так никто не смотрит в наше время. Все сидят в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме, чатятся, в WhatsApp. И сейчас запрещены, наверное, не все это. Это нет силы, как раньше телевидение. Нет такой силы. Вот это одна наша, вот это диктор чеченского телевидения, Раиса Садаева, да, Раиса Садаева, вот она 88 тысяч подписчиков, она очень мало ведет программы про Чечню, про местное население, про горы, про вот это. Одна, по-моему, вот такие на чистом чеченском языке ведется эта программа. И у вас уже сколько этих ведущих? Кошмар. Ну, скорее чтобы деньги зарабатывать, вот они, типа, как учителя или вот, как учителя, врачи, вот тоже ингушское телевидение заняли, вот, все эти люди тоже должны где-то кормить, хотя эта женщина, которая ведет эту программу, она должна быть на пенсии, сидеть себе дома, пенсию получает и все, и дать дорогу молодым нет, родилась во время депортации, это ведущая Хава. Но ярая чеченофобка. Вот это какая-то злость у них, какая-то непонятная презрение, вот это не пойму я. Вот да, я могу пустышек, подонков, вот это, которые из себя ничего не представляют, но там так громко орут на этих платформах, на этих площадях, вот никчем я называю никчемом. Тоже проституции бывает разных видов. Но это политические, имеется в виду проститутки, это иногда политические проститутки. Я же не буду подчеркивать, это политические, это или лживые, или это псевдопроститутки. Я не подчеркиваю. Вот имеется в виду, ведут неприличную деятельность. Поэтому народы называют проститутками. Это народная речь, русская народная речь. Вот они просто недолго изъясняться, они просто говорят, что это проститутка. Не знаю. Мне, если честно, но это не нужно. Я как-то брезгливо сейчас сегодня
вчера снял ролик, я знаю, что это неправильно, вот вообще не клеить, не это. Я же не могу снова сесть целый час, говорить, рассказывать, за это мне никто не платит. И вот вот это, потом люди посмотрят, ой, как он не умеет говорить, он вот что, о чем он говорит. Конечно, вот я же, это же, я один человек, нет студии, нет ничего. Просто я иногда эмоциональные речи, иногда по этим статьям, по этим видеосюжетам я могу пройтись. Вот как сегодня я мог бы подготовиться, все это подробно, все это расписать. Ну, а вот так получается. Ну, эпопея с Ингушам, конечно, близится к концу. Я очень рад этому, честно слово, как я рад. Наконец-то я просто буду, вот что я сказал, высказал, все, мне больше до вас дела не будет. Не нужно меня провоцировать, не нужно мне это писать. И мне до вас дела нет, честное слово. Честное слово, нет. Вот это, когда уже дальше, чем дальше, и ты понимаешь, это бессмысленная вещь. Потому что, смотря, раньше я так тщательно не смотрел ингушское телевидение. Я так тщательно ролики разбирал, а сейчас я смотрю внимательно. Часами нужно сидеть, смотреть их, о чем они говорят. И вот это то, что я вижу, это чистой воды пропаганда. Это Чах Ахриев, научно-исследовательский институт, это какой-то, я не знаю, если у вас в 1926 году был такой же институт пропаганды, вот, да, вот честно, это институт пропаганды, вот институт пропаганды. И вот такие институты у вас были, куда они делись? Хорошо, у вас были. Вас присоединили чеченцы, у вас же был преподавательский состав. Куда они делись? Где они исчезли? Да, этот чай тайский очень сложно пить. Вот такой. Просто я уже город не хочу показывать, Бангкок. Лучше с доставкой буду показывать. Так удобнее. Когда на стекло ставишь температуру, за температуру отключается телефон, потому что она очень сильно нагревается возле окна. Ну, такие дела в нашем, хотел сказать, колхозе, но у нас колхоза нет, к сожалению. Такие дела. Это очень малые вот эти вещи. Вот я сейчас так понимаю, что происходит, даже мне страшно. Страшно за этих ингушей, которые вот так накачивают их. Это знаете, кого мне напоминает? Венгерцев. Вот напоминает Венгрию. Они сами пришли люди, у них никогда не было своего. Единственный народ в Европе, который пришли, как Каченко. Оттуда, они говорят, пришли из района Китая, Монголии, вот это. И вот они создали вот этот, как вошли чеченцы, ингушети, они вот так вошли в это австро-венгерскую, они вошли в австро-венгерскую империю, как они похожи на вас, ингуши, товарищ. Вот они себя возомнили, хотя у них короля своего венгерского не было. Это австро-венгерский фильм, и кто-то видел, двух сериях сил фильм. Вот это их корона, принцесса была их главой вот этого Венгрии. И вот они, от того, что они присоединились к Австрийской империи, и Австро-Венгерская империя получилась, и вот они вот до сих пор вот это, на этом факте истории, вот злоупотребляют этим фактом истории, говорят, мы великие. Они, даже это президент
Орбан, это шарф, где это великие карты, великие, как у ингушей, великие Ингушетии, вот у них великие Венгрии, и там они включили, как это, сколько, кусок Румынии, кусок Хорватии, Словении, Чехии, короче, все туда включено, и кусок Украины даже. Все включили. Вот великие нации венгров. По-моему, Буковину они включили. А вот там рядом есть Румыния, по-моему. Вот она потеряла 70% своей территории. Вот и Бессарабия, Монголия. Не Монголия, а Молдова. Вот это Бессарабия, это Венгрия. Не Венгрия, а Румыния. И вот то же самое. Румынская территория, вот этот молдаване, нет, мы русские, мы как ингуши красивые. Вот на чеченской территории живут и красивые. Очень много сопоставить. Может, я вот это 80-70% потерял в Венгрии, по-моему. Территорию я сейчас не буду углубляться в историю, я могу спокойно посмотреть. Ну, примерно вот так я видел этот репортаж. И вот это очень много сравнений с этими молдаванами, которые не хотят жить в Европейском Союзе, с богатым вот этим. Нет, мы хотим, мы особый народ, короче, особый. Они румыны, они территория Румынии. И вот это, представляете, 80 лет не прошло 44 года после окончания Второй мировой войны. Вот. А род как сильно поменялся. Им кажется, что они отдельный род. А вот ингуши то же самое. Вот этот 33 года не прошло из ухода Чечен-Ингушетии, вот они, у них еще быстрее этот процесс. Вот им кажется, самые великие они, самые могущественные они. Только у них была литература, только у них газеты издавали, только они печатали эти романы, только у них эти башни, они умели строить. Все их. Никто истин, ковры их, танцы их, музыка их, песни их, все свое себе. Даже не стесняясь на самом. Вот и хорошо, ты не любишь этих чеченцев, про чеченцев ни слова не говорю, хотя бы начале один раз можно сказать, тебе за это они расстреляют, по-моему, Калиматов, а не такой. Тебе нет, у тебя, скорее всего, вот это, ты дружишь с каким-то Чабиевым или русским Пузуртановым, и вот ты не можешь сказать, у вас, если я заметил, вот какой-то кучка вот этих сумасбродов, самозванцев, вот этих непорядочных людей, у вас принято в вашей среде слово чеченцы, вы не употребляете специально. Вот. Поэтому из этого круга старуха, хотя сколько бы ты ни красилась, ты старуха, старая женщина, пора на пенсию, за внуками смотри, я не знаю, как этот пожилой человек работает от телевидения. Пенсия для кого? Вот для таких людей, как ты. Присобленцы жили в Чечен-Ингушетии, ни слова про Чечен-Ингушетию, ни слова про чеченцев. Поэтому это сумасшедшие проходят распаленными мозгами, сидят у меня и пишут всякие ересь. Вас смотрят, вы-то хотя бы немножко культурно это преподносите, а есть... Представляете, вы преподносите культурно, а есть люди, которые это явно фальсифицируют, тоже фальсифицируют. Я насмотрелся на этом ингушском телевизоре, сколько лжи там, ой, кошмар. Ну, ваши эти горы, пара этих скал,
эти 3-4 района, они не прибавятся, они, скорее всего, уйдут, если вы вот так будете себя вести нагло, вот так бесцеремонно относиться к всему, вот так и нагло себе все присваивать. В конце концов, терпение у чеченцев, мне кажется, будет, они вам покажут, кто вы такие. И ваши эти черты, вот чеченцы хотят, нет, это юридически, вот я всегда буду теперь говорить, пример России с Крымом. Хрущев Крым отдал в 60-м году, потому что экономически это не было выгодно, это была пустыня, воды там не было. И они построили вот этот из Днепра вот этот канал Крымский. Вот из-за того, что воды там не было, она превращалась в пустыню, отдали Украине. И что вы думаете? Вот СВО начался, Россия вынуждена была начать войну, в 2014 году они присвоили это Крым, засуха, там воды не было. И пришлось начинать войну. В 2022 году СВО началось. И именно вот это, преследовал вот этот чел, коды, что они пишут, постоянно что-то присылают. И вот это из-за воды, основное вот это, так и говорили, что Россия начнет войну, если Крым воду не пустит. Вот так и было, так и случилось. Так что, знаете, исторически это, вот это я говорю, тем более вы это, они признаете эти границы, почему мы должны их признавать? Так что, товарищи, готовьте снова свои чемоданы, вокзал, Назрань. Заранее приготовьте их, вот, чтобы было удобно потом. Вы же соседи приезжали без ничего. А сейчас будете, ваши братья вам помогут. Может, на такси вас будет выводить это Назрань обратно в свои великие Ингушетии. Такие небольшие рисовочки на фоне Веденских. Это Этенские горы, Тавашинские и ваши горы. Этенские горы. По-моему, и там Кале, я не знаю. Да, по-моему, и там Галанчош, это Галанчош. Ой, такие дела, давайте, пока-пока, с вами был Одинокий Чейз.